Доброе утро, уважаемые телезрители. Приезд этой певицы всегда радость для тех, кто любит хорошее, качественное искусство, кто любит интернациональную музыку, красивые тексты и вообще выстраивает свой какой-то аудиовизуальный мир от прослушивания песен этой исполнительницы. Речь о Тамаре Гвердцители. Она побывала в Казани накануне. И, конечно, это международная россыпь хитов, шлягеров и очень тонкого чувственного пения. Тамара Гвердцители сегодня в гостях программы «Утро». Вот это смешение музыкальных стилей, вот, если можно так сказать, там, фьюжн и жанров, я думаю, что сейчас век таких вот достижений, когда действительно нету границ, и если человеку под силу сделать вот это, я думаю, что это с большим будущим и в музыкальном плане, и в эмоциональном плане, и в плане человеческом, потому что людям интересны чужие культуры, и когда это становится твоим, и ты как-то, оно в тебя проникает, и ты можешь это передать через музыку, конечно, становится как-то светло на душе, потому что в этот момент чувствуешь, что нету конфликтов, нету межнациональных каких-то неприятностей, неприязней. В Казани часто бывает еще одна великая грузинка Нино Катамадзе. Она очень любит общаться с залом, опускаться на правое колено перед публикой. Какие приемы используете вы для этого? Или ничего не нужно? Я думаю, что если какая-то достигается художественная, и в этом есть художественная необходимость, конечно, это, наверное, уместно. Для меня Нани Бригвадзе остается великой певицей. Естественно, я себя не считаю великой, потому что не мне считать. И, как говорится, есть у нас замечательные певцы, музыканты, но Нани Бригвадзе и Вахтанг Кикабидзе остаются великими людьми Грузии. Мы выступили вместе, спели с Патрицией Кас дуэт. Все до репетиции считали, что мы несовместимы. Я имею в виду по большому счету. А потом, как только на репетиции это начало звучать, мы пели «Жизнь в розовом цвете» Эдит Пиаф, «La vie en rose». И на репетиции мы поняли, что абсолютно разный темперамент может в одной песне так красочно и так зазвучать, как никто, наверное, не перепевал эту песню с такими эмоциями, с такими разными эмоциями и с такой красотой, которая несет там каждая актриса по-своему, если она действительно там большая певица. Позже я познакомилась с Мирей Матью. Это замечательный человек, и я познакомилась с ее мамой, с братьями, с сестрами. Мы были в Авиньоне, и позже состоялся мой концерт в Париже, который открывал посол России во Франции, и он пришел с огромным букетом, и такое вступительное слово, что зал уже во время вступительного слова растрогался, и уже пошли, как говорится, слезы и платки, если можно так сказать.
connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. И что бы вы пожелали вашим казанским почитательницам? Я как бы пропитана таким грузинским солнцем и кавказский темперамент. И я думаю, что, наверное, все женщины должны в себе найти силы быть величественными, добрыми и оставаться красивыми в любом возрасте. Это интервью с народной артисткой России и Грузии Тамарой Гвертецели мы записывали в одном из казанских кабачков, где она встречалась со своей подругой, актрисой Юноной Каревой. Наша программа продолжается.